Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на июнь 2020 года для рыб. Посмотрим, что будет в каждые 10 дней месяца. И подсказки из цыганской колоды. Так, что у нас тут карты катаются. Посмотрим 3 карты на отношения. 3 карты на работу. И 2 карты на финансы. Итак, самая основная карта выпала рыбам – башня. Карта, когда все меняется. Карта, когда у нас приходят какие-то обстоятельства, которые не очень-то нам подчиняются. Видимо, либо мы запустили ситуацию какую-то, она уже вышла из-под контроля, либо здесь что-то в обществе происходит, да, что от нас не зависит. В общем, карта, которая говорит о том, что пришло время кризиса, пришло время, когда нужно избавиться от того, что не просто мешает, а то, что угрожает нашей жизни, нашему спокойствию, и нельзя уже с этим дальше жить, нужно от этого избавляться. То есть карта башня – это не просто перемены, это вот как раз кризис, который назрел. Это уже невозможно отвратить. Может быть, раньше можно было этот вопрос решить более мягко, но теперь уже нет. Это может быть кризис и в отношениях, это может быть кризис и в здоровье, это может быть кризис в работе, в деньгах и так далее. То, где мы запустили ситуацию, вот сейчас у нас могут быть вот такого рода сложности. Так, что еще можно сказать по этой карте? Здесь, скорее всего, жизнь от нас требует чего-то нового, да, чтобы мы по-новому начали жить, чтобы мы выстраивали свое здоровье, свои отношения, свою работу вот именно по-новому, так, как хочет жизнь. Может быть, нам, конечно, самим этого не хочется, мы привыкли к чему-то одному, да, и вот всегда перемены, они сложно даются, но тут уже ничего не поделаешь. А здесь может быть изменение, кстати, во внешности, здесь может быть изменение имиджа, стиля и так далее, может быть сброс веса, здесь может быть критический момент в болезни, да, когда у нас начинается уже выздоровление. Здесь может быть какой-то кризис в отношениях, когда у нас либо развод за этим последует, либо мы дальше будем как бы еще больше друг другу доверять, и наши отношения только укрепятся, да, то есть мы уберем все лишнее из наших отношений. В общем, карта, которая говорит о том, что пришло время и, для перемен, и здесь ничего нельзя уже изменить. Может быть, это и работа, да, перемена работы. Это может быть смена направления просто в деятельности. Если, допустим, мы бизнесом занимаемся, то вполне возможно, что у нас одно направление не приносит больше дохода, да, и нам нужно подумать о чем-то другом. Что еще здесь может быть? Может быть, какие-то... Кстати, вот здесь по этой карте всегда нужно быть очень осторожными за рулем, потому что, может быть, там захочется превысить скорость, да, допустим, мы привыкли вести себя безответственно. И вот как раз в этом месяце может быть результат вот этих наших действий. То есть прямо вот начиная с сегодняшнего дня нужно, во-первых, снизить скорость, да, внимательными быть на дороге и так далее. Здесь вот очень важно как бы быть, как сказать, держать себя в руках, не давать себе возможности как-то расслабиться, как-то себя вести, может быть, агрессивно или еще что-то вот в этом роде, да, очень осторожно нужно быть. И вообще нужно быть осторожней с огнем, осторожней с острыми предметами, с любыми орудиями труда, если вот они как-то ими можно пораниться, там ножницами даже элементарными, если вот вы парикмахер, да. В общем, здесь нужно быть осторожней. Теперь первая часть месяца до 10 июня. Здесь выпадает у нас рыцарь пентаклей. Карта, которая говорит о том, что вот может стабилизироваться ситуация, может быть
А вы медленно, но верно начинаете выходить из кризиса, вы начинаете зарабатывать, находите работу. Если это ваш бизнес, то вот как-то вы выправляете там это направление, все, да, зарабатываете денежки. В принципе, карта, которая связана у нас с деньгами, да, больше всего с зарабатыванием денег, когда мы можем себя как-то проявить, показать, мы можем, ну, наконец-то мы можем наполнить свой кошелек, да, мы можем даже с кем-то поделиться, мы можем открыть новый источник дохода или достичь каких-то вот в каком-то проекте результата. Что может быть тут еще? Может быть какое-то даже сбережение, да, какие-то сбережения можем начать откладывать, какие-то, может быть, ценные вещи даже можем купить. Хорошее время для того, чтобы привлекать поддержку от других людей там, или, допустим, привлекать там партнеров по бизнесу, да, или еще вот людей, которые вот могут помочь деньгами. Следующий этап с 10 по 20 июня для рыб. Здесь семерка чаш. Карта говорит о том, что будет очень много соблазнов, и вы не будете знать, что выбрать. То есть вы понимаете, что у вас много там целей, задач, вам хочется как бы многого добиться, но вот что конкретно выбрать, вы не знаете. И у вас здесь как будто бы слишком много советчиков, слишком много людей, которые вмешиваются в ваш выбор. Карта говорит о том, что вы должны только к интуиции прислушиваться, только себя слушать. И ни в коем случае здесь не должно быть в обход законов, в обход совести или, может быть, с вредом для других людей. То есть очень внимательно здесь нужно, очень внимательными здесь нужно быть. Вообще вот эта карта, она говорит о подарках каких-то, об исполнении желания. Но опять же, если мы правильно к этой ситуации подойдем. Семерка чаш – это у нас Венера в Скорпионе астрологически, да. Венера – это деньги, Венера – это отношения, какие-то соглашения. А Скорпион – это то, что не всегда от нас зависит. Это могут быть какие-то критические ситуации, это могут быть какие-то подсознательные процессы, это может быть, знаете, какие-то очень сильные, мощные энергии, которые вот нами владеют, да, это какие-то кармические ситуации и так далее. Вот, и получается так, что, может быть, мы хотели бы что-то там, заработать денег, хотели бы быть хорошим там супругом или хорошим другом, а у нас вот внутри что-то такое действует, что не дает нам себя так проявлять. И мы сами удивляемся, как мы можем себя так вести, да, и люди рядом как-то нас осуждают. То есть карта говорит о том, что не нужно думать, что мы можем все. Все так, как мы задумали, так и будет. Нет, все-таки у нас есть какие-то движущие силы, вот такие в подсознании, которые очень сильные, да, это силы так природные, скажем так, очень мощные. И их тоже нужно уважать, не нужно слишком уж как-то ограничивать себя, слишком уж стараться себя менять, там, не принимать и так далее, потому что иначе здесь будет все наоборот. Вы хотите, допустим, быть там спокойным, милым, добрым, да, а на деле будет наоборот все, да, вы будете резким, вы будете критичным или еще каким-то, да, вот потом будете сами удивляться, как это могло произойти. В общем, здесь нужно уважать свою природу, нужно прислушиваться к своей интуиции и действовать все-таки согласно вот своему состоянию. Не нужно слишком уж себя зажимать, и не нужно слушать других людей, их критику, и нельзя следовать чужим целям. Тогда все будет хорошо. Но сложный период для рыб, тем более, что это вот карта у нас связана с водой, и рыбы, они тоже водичка, да, то есть это вот как раз карта, которая очень сильно соответствует их состоянию, да, когда у рыб меняется настроение, они не знают, чего хотят, они, может быть, в один момент были уверены в одном, а во второй уже совсем в другом. То есть вот может быть вот такое состояние.
Но карта говорит о том, что не нужно как-то слишком этому удивляться, это нормально. То есть нами иногда управляют такие подсознательные процессы, особенно если они очень сильные, такие кармические какие-то ситуации могут выходить на поверхность. Это просто нужно принимать так, как есть, и не удивляться ничему. Да? То есть если, допустим, мы вот как-то кого-то не устраиваем, это не значит, что вы не должны такими быть, да. Может быть, этот человек не тот, может быть, он вам не подходит. Может быть, вы своему характеру просто не нашли еще применения должного. Может быть, вот эти ваши черты характера, они как-то в другой обстановке полезными проявятся, да. То есть смотрите, вот как вы можете себя применить лучше, как вы можете себя проявить лучше, в какой ситуации, с какими людьми, в какой обстановке. Теперь окончание месяца у нас король мечей, карта, которая говорит о том, что либо какой-то человек появится, который поможет решить ваши сложные проблемы, либо, кстати, вот этот момент выбора, да, поможет разрешить, когда вы не знаете, как поступить. Может быть, какая-то мысль, какая-то идея, она как раз вас направит. А также карта говорит о том, что вы в делах можете достичь хорошего результата, и вы здесь не рассчитываете на других, вы работаете сами в полную силу, даже если у вас есть помощники, ответственность на себя берете, и, знаете, являетесь таким вдохновителем для других людей. Король мечей – это вообще у нас человек, который способен привлекать всеобщее внимание. Вот он слово скажет, его все слышат, да, его как бы уважают, ценят, прислушиваются к нему, к его, как бы ставят на вид его таланты, способности и так далее. То есть, смотрите, вот здесь вот этот период сложный закончится, да, и вы уже совершенно по-другому будете себя чувствовать. Вы будете уже, скажем так, чувствовать себя сильным, вы будете понимать, что вам нужно и так далее, куда вам идти. Также карта, связанная с сетями, да, может быть, вы будете зарабатывать деньги в сетях, через интернет, может, через свою страницу, может быть, будете здесь как-то влиять на других людей в группе, допустим, может быть, проводить какие-то семинары, может быть, что-то организовывать для большого количества людей. Кстати, у вас здесь может быть помощник, спонсор даже какой-то. Может быть, вы кому-то сами будете помогать. Может быть, будете получать доход от вот того, что вы делали там от бизнеса, или зарплату будете получать. Может, будете выстраивать новые планы. У вас появится желание чего-то достигать, появится желание жить. Также, может быть, для кого-то это решение вопроса с авиаперелетом. Для кого-то это будет решение вопросов там с электричеством. Кто-то, может быть, электроприборы какие-то будет покупать или ремонтировать. Вот, смотрите, вот особенно на электропроводку обращайте внимание, потому что у нас здесь карта башни, да, чтобы не было там какого-то замыкания. Если у вас есть какие-то подозрения по поводу того, что нужно ремонтировать, лучше это сделать вовремя. А теперь посмотрим отношения. Для тех, кто в поиске партнера, девятка трефовая. Карта говорит о том, что вы можете встретить человека, может быть, даже вы с ним рядом работаете или там учитесь. Ну, что-то вот у вас с профессией общность какая-то связана. Но смотрите, это человек, которому не совсем нужно доверять. То есть человек, который может совершенно другим в какой-то ситуации вам показаться, да, то есть, как бы доверять не стоит. А для тех, кто в паре, валет червовый говорит о том, что у вас просто все замечательно, у вас будет идиллия, романтика, вы будете друг друга понимать, поддерживать друг друга, заботиться. Если вдруг, допустим, кто-то из вас там приболеет, здесь же выздоровление и как помощь такая от близкого человека. Может быть, у вас, знаете, как бы чувство вспыхнут с новой силой, да, как будто бы роман ваш снова начнется. Может быть, знаете, такое вот отношение
ну, допустим, партнер вам сейчас не в силах уделять внимание, а вы готовы ему, или наоборот, у вас какие-то сложности, да, а партнер все равно вас поддерживает. А теперь для тех, кто в ссоре, десятка червовая, карта говорит о том, что вы помиритесь, но только вам нужно стараться понимать вашего человека близкого, нужно как-то верность, что ли, ему подтвердить. Но смотрите, это опять же только в том случае, если это не касается как раз измены. Если была измена, то тогда лучше вообще не мириться, а расстаться, карты говорят. Потому что это может повториться потом. Теперь смотрим работу. Для тех, кто в поиске работы, у вас как раз новая работа, новая должность, перемены. А для тех, у кого работа есть, может быть, сначала будет сложно с работой, может быть, какое-то время ее не будет, и какая-то будет неопределенность, вообще останется работа, не останется, может быть, что-то надо новое искать, может быть, ситуация будет то так меняться, но в конце концов все должно вот восстановиться. А может быть, знаете, вы понимаете, что вам нужно новую работу искать, но все-таки непонятно, на что надеетесь. Вот, может быть, вам все-таки нужно какую-то интеллектуальную деятельность поискать для себя еще дополнительно. Ну, чтобы хотя бы вам спокойно было. Теперь для тех, у кого свое дело, девятка бубновая. Карта говорит о том, что, скорее всего, вы будете прикрывать какое-то направление и открывать новое. Либо будете полностью менять вот тот порядок, который у вас был раньше в делах. Это может быть смена коллектива, это может быть переезд с одного места на другое, это может быть отказ от одного направления и внедрение нового, это может быть совершенно новый источник дохода, новые люди, новые клиенты, все по-другому, да. Манера ведения бизнеса. Но это не просто так. Скорее всего, здесь что-то не дает продолжать вот в том состоянии, в которое, ну, короче, то направление, которое было раньше. Теперь для тех, у кого зарплата девятка пиковая, у вас, в принципе, тут стабильно все, и, ну, скорее всего, такая же зарплата, какая была вам обещана, такую вы получите. Но, может быть, придется подождать немножко, или, может быть, придется как-то заявлять об этом, да. Для тех, у кого свое дело, карта говорит о том, что будут ну, как-то сложности, да, будет то взлеты, то падение, то хорошо зарабатываете, то нет заработка, то есть здесь вот в этом плане может быть сложно. Давайте посмотрим совет, какой нам дадут карты. Ну, с карты рекомендуют настраиваться на перемены. Вот если пришел в вашу жизнь кризис, да, значит, нужно настраиваться на новый поворот жизни, нужно настраиваться на то, что нужно искать альтернативы, нужно, может быть, принимать решения, может быть, нужно делать выбор. Может быть, знаете, даже, может быть, на какое-то время нужно искать посредника вот себе для помощи. Но в любом случае, смотрите, здесь ваша свободная воля. Если вы действуете вовремя, то все это дается вам довольно-таки легко. Если действуете под принуждением обстоятельств, то здесь сложно. Поэтому карта рекомендует вам все-таки действовать по своей воле. Вот раз есть кризис, нужно стараться использовать все возможности новые, да, которые есть для того, чтобы менять свою жизнь. Друзья, желаю прекрасного месяца, желаю, чтобы только самое лучшее для вас реализовалось. Всего вам доброго, до новых встреч!